В совещании приняли участие руководители и специалисты всех ведомств, ответственных и заинтересованных детским отдыхом и оздоровлением. Напомним, в этом году для организации летнего досуга из республиканского бюджета было выделено 11,5 миллионов, из городского – более 1,5 миллиона рублей. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, всегда под особой опекой. Для них на этот раз регион выделил более 1 миллиона рублей. На эти средства удалось организовать палаточные, трудовые, профильные лагеря и праздники двора. В общей сложности охват детей отдыхом и оздоровлением составил 96%. По итогам организации оздоровительной кампании в загородных оздоровительных лагерях отдохнули в Шефе 205 детей, в Юлдаше 334 ребенка, в Березке 327 детей и в санатории-профилактории Сибай 499 детей. Таким образом, в загородных оздоровительных учреждениях отдохнули 1365 детей. Из них 78 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 102 ребенка из многодетных малообеспеченных семей. Во время летних каникул в Сибае работали центры с дневным пребыванием, трудовые объединения. На базе школ и загородных лагерей организованы профильные лагеря, где учащиеся могли раскрыть свои творческие, лидерские, ораторские способности. Было чем заняться и ребятам-спортсменам. Для юных туристов педагоги дополнительного образования устроили многодневные туристические походы. Отличившиеся в учебе смогли отдохнуть на Крымском полуострове. Сибайским ребятам этим летом удалось поправить свое здоровье и на базе Центральной городской больницы. Финансирование проводилось за счет средств ОМС в пределах муниципального заказа. Питание было трехразовое за счет ОМС. Значит, детьми в оздоровительном учреждении дети получали медикаментозное, физиолечение, массаж, лечебную физкультуру, прогулки на свежем воздухе. Опять же, как и в прошлом году, нашими детьми на базе Центральной городской больницы занимались сами же медицинские работники. Как бы вот этот вопрос каждый год мы ставим, но так он ничего не решается, чтобы к нам приходили студенты, помогали нам развлекать наших детей. Свои пожелания выразил начальник Сибайского территориального отдела управления Роспотребнадзора Искак Гильмулин в плане более внимательного отношения к качеству продуктов питания, состоянию питьевой воды, лицензирования медицинских кабинетов. Без внимания в летний период не остались и ребята, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В основном наша категория отдыхали. Значит, в первую очередь это летний юный спецназовец лагерь, который был организован комитетом по делам молодежи. 2 детей с такой категории нам удалось отправить через Центр социальной поддержки населения, как многодетная семья. 7 человек оздоравливались в санатории-профилактории через отдел опеки и попечительства, были отправлены как сироты, стоящие у нас на учете. 20 детей в лагерях учреждениях здравоохранения, 29 детей. В загородных лагерях Шефа и в санатории-профилактории в этом году проделано немало работ по укреплению материально-технической базы. Отрадно, что некоторые руководители креативно подходят к своей деятельности. Участники совещания подвели итоги по летнему оздоровлению детей и взяли на заметку выявленные недочеты. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.